После 2003 года многих из них разбросало в разные места, но некоторые остались на прежних местах. Они уже совсем не те дилетанты. Это настоящие профи, просочившиеся в разные структуры нашего общества. Они знают, чего они хотят, и не видят перед собой преград. Их сила далась им потом и кровью, и цену, которую они заплатили 20 долгих лет. Представляем вашему вниманию фильм «20 лет спустя». В каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвется, трах-бабах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Первого сентября 1992 года двери Среднетерешанской средней школы открылись для 12 смышленных, самых прекрасных мальчиков и девочек. Параллельно с вами звучал в этот день звонок и в Новотерешанской основной школе, также для 12 лучших первоклассников. Первой учительницей в Среднетерешанской школе стала для вас Юнусова Рауза Алимжановна, а в Новотерешанской – Айсалу Шамилевна Авдеева, затем Халида Фатиховна Сайфуддинова. Именно они стали основоположниками ваших знаний. С терпением и упорством, любовью и верой в вас учили писать и читать. Но вот уже прозвенел звонок для перехода в среднее звено. В Среднетерешанской средней школе повела вас дальше Марьям Фасаевна Шарипова. А в Новой Терешке классным руководителем до 9 класса стала Арахматуллина Гульфия Фяттаховна. Сколько приятных моментов, удивительных и незабываемых уроков и мероприятий. Сколько шумных перемен, которые слились в единые звуки Среднетерешанской средней школы уже после 9 класса. Спокойной жизни среднетерешанских девятиклассников пришел конец. Нет, это не говорит о том, что новотерешанцы были шумные и озорные. Просто вливаться в один коллектив всегда сложно, когда уже существуют сложившиеся свои традиции и устои в каждом из них. Поэтому наверняка вы с улыбкой сейчас вспомните дежурство после уроков, то, как сбегали с занятий, самые шумные дискотеки, праздники. Всех, без исключения, помнят учителя и ваша школа. Еще бы! Сколько исписанной и поломанной мебели, сколько разбитых сердец, ведь вы прекрасно помните и свою первую школьную любовь. Однако 25 мая 2003 года прозвенел для вас последний школьный звонок, и 24 птенца вылетели из гнезда в свободный полет. Из всех вас по-прежнему остается в родном селе Азизов Ильдус Вильданович, владеет своим бизнесом, вместе с супругой Алсу растят прекрасных детей, является постоянным социальным партнером и спонсором нашей школы. Ввиду уважительных причин сегодня нет с вами Арифуллина Радика Мирваисовича. После окончания Старокулаткинского техникума в декабре 2006 года ушел в армию. Службу начал в городе Остогожск Воронежской области. В учебной части обучился по специальности водителя военного тягача. По окончании учебки в 2007 году был отправлен для дальнейшего прохождения службы в поселок Тоцкий Оренбургской области в зенитно-ракетный полк на должность водителя военного тягача. Также в 2007 году в августе был переведен для дальнейшего прохождения службы в Самару на должность водителя, где же и подписал первый контракт
и дослужился до должности командира взвода управления. В 2016 году был переведен для дальнейшего прохождения службы в Димитровград на должность начальника контрольно-технического пункта. По сегодняшний день проходит службу в этой части. Гордостью является сын Ильсав, который пошел по стопам отца и учится в 177-м кадетском корпусе города Самары. К сожалению, расстояние не смогла преодолеть сегодня еще одна ваша одноклассница – Булатова Розалия Ринатовна. Однако она посылает вам пламенный привет и свое видеообращение. Добрый вечер, мои дорогие учителя, гости, ученики нашей школы и, конечно же, мои дорогие одноклассники. К сожалению, я не смогла присутствовать на нашей встрече. Сегодняшнее мероприятие для нас всех или к радости, или к сожалению. Прошло уже 20 лет, как мы шагнули за порог нашей школы. Как говорится, свободное плавание. Все мы поступили в учебное заведение, получать образование по специальностям, которые были нам по душе. Началась взрослая жизнь. Так и я после окончания Ульяновского торгово-экономического техникума начала работать по специальности. Время летело, не угнаться за ней. В данное время живу в Москве. С мужем воспитываем 4 замечательных детей. Старшей дочери Карине 17 лет, студентка Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина. Сын Усман, 13 лет, ученик 7 класса. Дочка Мадина, 11 лет, ученица 4 класса. И самый маленький сын Ислам, 8 лет, ученик 1 класса. Смотря на детей, понимаешь, года летят. Вот и мы повзрослели. У каждого из нас семьи, дети. Отдельно хочу сказать огромное спасибо нашим классным руководителям Равзе Алимжановне, Марьям Фасаевне и всем нашим учителям за их терпение, ведь мы все были со своими изюминками. Долгих вам лет, всех благ и крепкого здоровья. Также хочу особо благодарность сказать нашей школе за организацию нашей встречи. Дорогие одноклассники, 20 лет пролетело, как школьный урок, и очень приятно видеть вас снова. Все тот же задор в ваших глазах и те же знакомые улыбки. Очень радостно, что годы не заставили забыть нашей школьной дружбы. Хочу, чтобы время не оставляло на ваших лицах печальных отпечатков. Пускай только все лучше будет в вашей жизни. А главное – здоровья, сил, терпения для новых достижений. Счастья вам, дорогие мои! Из далекого Белгорода шлет свой пламенный привет заводила класса, вечный юморист и активист Кузяев Марат Махмутович, который проживает в городе Сызрань. Трудится в Белгороде, в компании «Роснефть», водителем-монтажником, растит прекрасную дочь. Хайрова Резида Теофиковна вместе со своей дружной семьей проживает в Самаре, является хорошей домохозяйкой и воспитывает 2 прекрасных дочек. Также свои приветы и теплые пожелания, благодарность в адрес учителей шлют и Мухаммеджанов Ильдус Яшаревич, Юмангулова Гульшат Камиловна, а также Юсупов Рамиль Камилевич. Вы все такие разные и не похожие друг на друга. Каждый из вас индивидуален и уникален по-своему. Но есть одно «но», что объединяет всех вас. Ваше детство, ваша школа, ваш класс. И сегодня вы собрались все вместе, чтобы вновь встретиться со своими любимыми одноклассниками, увидеться, обняться и вспомнить, как это было тогда в школе ровно 20 лет спустя. Печали и праздники, но у нас пожизненно на всех печать одна, одноклассники. По земле растеряны девчонки поменяли фамилии. Героини школьной, но никем не забытой идиллии. Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает? Последний школьный рассвет. Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ.
И что за сила такая держит и не отпускает? Последний школьный рассвет. А подумать, сколько раз проверены на практике знания. Жизнь дает уроки, но ни слова о домашнем задании. В школе было просто, только главное, чего не вернуть никак. Первое признание в любви, пусть неумелое, но в стихах. Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает? Последний школьный рассвет. Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает? Последний школьный рассвет. Скоро позабудут теоремы, аксиомы и правила. Словно ниоткуда, просто буду знать, и все вот так правильно. Нас немного меньше, чем на фото, мы похожи и разные. Видимся все реже мы, но все же это мы одноклассники. Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает? Последний школьный рассвет. Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает? Последний школьный рассвет. Последний школьный рассвет. Последний школьный рассвет.